центре событий. Эхо Москвы. Добрый день. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Мы также вещаем в YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. И сейчас мы будем общаться на прямой видеосвязи с нашей студией. Два гостя. Это уфимка Диана Теплова и адвокат Ильдар Фахретдинов. Поговорим мы об уголовном деле в отношении Андрея Теплова, заместителя начальника ОМВД по Уфимскому району, которого в феврале текущего года задержала ФСБ, и Следственный комитет продолжает уголовное дело в отношении него. Я буквально в двух словах напомню, с чего все начиналось. По версии Следственного комитета в отношении Теплова и его 58-летнего сообщника возбуждено уголовное дело, писали тогда СМИ. По версии следствия, взятка в 12,5 миллионов рублей, за которые его задержали, предназначалась должностным лицам в правоохранительных органах, чтобы прекратить уголовное преследование предпринимателя, знакомого с подельником Теплова. Мы об этом деле в одном из утренних эфиров говорили вкратце. Сегодня более подробно хотим о нем рассказать. Коллеги, у вас есть возможность высказаться. С кого начнем? Да, давайте начнем с меня. Здравствуйте. Да, добрый день. Более емко, объясню свою позицию, свое мнение по данному уголовному делу. То есть в отношении моего супруга возбуждено уголовное дело Следственным комитетом Республики Башкортостан. И все обвинения основываются на показаниях предпринимателя Киселева Александра. Дело в том, что этот человек осужден уже по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации документов. То есть он обманщик. И дело в том, что он дает показания, и после этого сотрудника полиции, то есть моего супруга, закрывает. Здесь хотелось бы уточнить. На момент, когда могли произойти вот эти события, которые инкриминируются вашему супругу, а он уже был осужден? Нет, сейчас я уточню Ильдара. Он осужден. Киселев Александр был осужден в начале декабря 2020 года по покушению на мошенничество и фальсификацию доказательств. Уголовное дело в отношении Теплова уже возбуждено в феврале 2021 года. То есть Киселева Калининский районный суд реально осуждает лишение свободы на 3 года 8 месяцев. И вот через какое-то время он дает, находясь под стражей, он начинает давать показания в отношении Теплова Андрея. Следственный комитет возбуждает уголовное дело, и Теплов задерживается. То есть вот такой... А Киселев за какие эпизоды был осужден по тому делу, который Кировский райсуд ему присудил? Это отдельная история была или связана? Это отдельная история, она к нашему делу никакого отношения не имеет. Там было покушение на мошенничество, хищение чужого имущества, крупную сумму, несколько десятков миллионов рублей. Угу. Но вы утверждаете, что, находясь уже, видимо, в местах лишения свободы, или еще в СИЗО, он давал некие показания. В чем смысл? Должен же быть какой-то мотив, опять-таки. Пока мотив нам непонятен, его действий, но мы видим, что, находясь... Безусловно, видно, что Киселев и Теплов общались, у них были какие-то дружеские отношения или партнерские. Но вместе с тем мы видим, что Киселев начинает именно давать показания в качестве свидетеля, на основании его показаний возбуждают дело, именно после того, как его задержали в судебном заседании, избрали меры пресечения в виде ареста, и он уже начал находиться в следственном изоляторе. Угу. Реальный срок по итогу, после того, как он дает показания против сотрудника полиции, изменяется на условный. Да, и вот если дальше смотреть движение дела Киселева, он дает показания в отношении Теплова, на очной ставке подтверждает данные показания. И после этого Верховный суд, рассматривая дело в апелляционном порядке, декабрьский приговор изменяет и снижает наказание Киселеву и отпускает его на свободу, установив ему испытательный срок. Да, то есть я, как гражданское лицо, могу озвучить свое мнение и вывод из данной ситуации, то что человек,
скажем так, идет на сделку со следствием для того, чтобы быть на свободе. Но судом уже признан факт, что это обманщик. Почему верят данному гражданину, да, Киселеву Александру, но не моему супругу? Почему мой супруг сейчас полгода уже находится в следственном изоляторе, а предприниматель данный, у которого, скажем так, достаточно тяжкая статья, да, Эльдар, он находится на свободе. Мало того, то, что на данный момент, в настоящее время, его обвиняют в особо тяжких преступлениях. Скажу обывательским, да, языком, это в педофилии. Там более 10 эпизодов. Почему человек на свободе? Неужели это должно не то чтобы затрагивать интересы общества? Здесь, скажем так, беспредел происходит, беззаконие. Да. Угу. Ну, понятно, что обвинение это все-таки одно, а приговор и решение суда это второе. Немножко назад вернувшись, хотелось бы понять, как Верховный суд объяснил свое решение. Ведь мотивировочная часть должна как-то объяснять смягчение наказания. Ну, мы можем только делать выводы из доступной информации. Она доступна на сайте Верховного суда Республики Башкортостан. Значит, согласно которой апелляционная инстанция пришла к выводу, что исправление Киселева возможно без изоляции от общества, и ему можно установить испытание. То есть инкриминируемые преступления, по мнению суда, имели место быть, он виновен, все дела, но вот как бы может исправляться на свободе. Да. Угу. Да. Так, по вашей версии получается, что это решение неспроста, потому что вот он как бы оговорил Андрея Теплова. И с тех пор идет следствие. Как оно идет? Что вы можете по существу показать по этой части? Следствие у нас продолжается уже более 6 месяцев. На сегодняшний день срок следствия продлен до октября 2021 года. Одновременно и продлен на днях судом срок содержания под стражей Теплова также до начала октября, до 8 месяцев этого года. Вот. Что касается следствия, мы уже неоднократно обращались с соответствующими жалобами и в прокуратуру Республики Башкортостан, и в Следственный комитет России, указывая на то, что следствие ведется неэффективно, в простонародье оно заволокичено. Мы доказали документально и в жалобах, и в суде о том, что фактически следственные действия не проводятся. То есть вот следователь, обращаясь, продлевая срок следствия, срок содержания под стражей, каждый раз указывает, что ему необходимо выполнить одни и те же следственные действия. Это было и в мае 2021 года, это было и в июле 2021 года. Каждый раз следователь пишет: для того, чтобы закончить дело, мне нужно выполнить 1, 2, 3, 4, 5, перечисляет следственные действия. Однако данные следственные действия не выполняются. И при таких обстоятельствах Верховный суд России в своем пленуме уже неоднократно указал, что в случае, если следователь обращается за продлением срока содержания под стражей, указывая одни и те же, необходимость проведения одних и тех же следственных действий, суды должны отказывать в продлении срока содержания под стражей, если придут к мнению, что объективных причин для волокиты не было. В суде наши доводы не учитываются. Мы в судебном заседании этот момент доказали, причем документально. Эти документы все есть и в деле, они есть у нас, они есть и в суде. Но суд нас не поддержал, продлил срок содержания под стражей Теплова до 8 месяцев. На данное решение суда нами направлена апелляционная жалоба. Я думаю, в августе апелляция будет пересматривать решение суда. И опять мы будем настаивать на нашей позиции, о том, что дело заволокичено. Если в качестве примера, в конце мая 2021 года Теплова продлили срок содержания под стражей до 6 месяцев. И вот за последние 2 месяца с ним практически никаких следственных действий не проводилось. Это можно посчитать на пальцах, что было сделано.
И следствие просто держит его Мгм. в следственном изоляторе, ну, как мы считаем, для оказания давления на него, чтобы он, возможно, начал с ними Да, сотрудничать. и давление также, скажем так, происходит и вне следственного изолятора, то есть на нашу семью. То есть Поподробнее, Диана, расскажите, а что вы имеете в виду? То есть моя мать банковский сотрудник, она всю жизнь работала в банке. И начались, скажем так, прессинг, да, для того, чтобы она уволилась с работы. То есть оперативные службы ФСБ вышли на службу безопасности, попросили, чтобы ее уволили. Ну, скажем так, они все равно сделали то, что хотели, но дело в том, что сейчас, на данный момент, моя мать без работы, у нее есть несовершеннолетний ребенок, об этом никто не думает. Вот всем главное какой-либо результат. У меня вот такое чувство, то что, мое мнение, то что следственные органы и оперативные службы ФСБ вот ради палочек и продвижения на службе готовы с любыми преступниками сотрудничать для того, чтобы получить свои дивиденды или, как лучше сказать, свои звезды, да. Вот почему данный беспредел, почему в Башкирии закон не работает. Я пытаюсь как-то достучаться и буду это продолжать делать. Попытаюсь данную ситуацию осветить в СМИ и далее, да, то есть дойти до федеральных органов. И надеюсь, будет какой-либо результат и будет защита, потому что у меня уже нет слов и сил. Мгм. Ну вот как раз мы сейчас, в общем, на этом пути, да, пытаемся эту историю осветить. По поводу банка, это государственный банк, кстати говоря? Так, вот единственное, осветить сам банк. Сейчас, секунду. Ну, насколько я понимаю, ситуация это не государственный банк. Ну, вместе с тем, я на такое не тут сказал, о том, что... Да, прошу снимать. более четко говорить, потому что звук немножко пропадает. Да, это банк не государственный, но вместе с тем вот мама Дианы указывает на такие факты в отношении нее, которые проводились в последнее время. Мгм. А нет желания это дело не просто вот озвучить, что вот оно так, а как-то, я не знаю, иск подать в отношении банка, который незаконно уволил человека? Это ведь тоже... Сейчас она проводит консультации по данному вопросу, я думаю, в ближайшее время. Это было совсем недавно, в ближайшее время увольнение. В ближайшее время какое-то резюме уже будет по этому делу сделано. Угу. Так, ваша позиция с точки зрения смягчения меры пресечения, в общем, понятна, да? То есть вы будете продолжать сейчас этот процесс, и апелляцию, как вы говорите, подали. Но ведь конечная цель, наверное, не в этом. Вы же хотите доказать невиновность полную вашего подзащитного, получается. Руслан, абсолютно я вот с вами согласен. Хочу сказать, что из тех материалов, которые имеются у нас, с которыми мы ознакомились, установлено, что фактически на передаче денежных средств Теплова никто не задерживал. То есть вот та картинка, которая по видео, по каналам всем федеральным и местным прошла в феврале, когда его задерживают сотрудники оперативных служб, уводят, и идет голос за кадров, что он получил 12,5 миллионов, фактически она не соответствует действительности. Задержали Теплова абсолютно, когда он занимался бытовыми своими вопросами, никто ему денег не передавал, и обвинение все строится только на показаниях господина Киселева. Смотрите, а если момент передачи не зафиксировали, а может, я не знаю, нашли какие-то деньги или хотя бы какие-то деньги назвали деньгами, которые он получал? Чего не нашли, ни муляжей, ни денег, ничего не нашли. Мы неоднократно на предварительном следствии заявляли ходатайство о допросе Киселева, Бахтизина, посредника, якобы посредника, и самого Теплова с использованием полиграфа, да, чтобы было понимание у нас, кто здесь врет в этой ситуации. Ну, еще раз говорю, объективных данных никаких нет, кто-то врет. Мой доверитель Теплов согласен на проведение данного допроса с использованием полиграфа. И об этом ходатайствует. Следствие пока молчит. А вот в отношении Киселева
следователь сказал нам, отказал в удовлетворении нашего ходатайства и сказал, что мы не будем проводить допрос Киселева с использованием полиграфа. И возникает резонный вопрос, почему вы не проводите полиграф с Киселевым? Чего вы боитесь? Ну вот пока вопрос этот висит в воздухе, следователь не хочет проводить данные следственные действия, к сожалению. Все равно будем продолжать наставить на этом, потому что как минимум вот эта экспертиза, она даст какие-то ответы о том, что кто-то в этой ситуации дает ложные показания. Естественно, своя линия, да, то есть все наши вопросы научных ставок, да, отводятся. То есть почему? Неужели следственные органы не хотят разобраться в данном уголовном деле? И еще немаловажный факт, якобы посредник, сообщник, да, вот если я правильно выражаюсь, выражает, скажем так, волеизъявление произвести доп. Допрос, так как на него были, скажем так, был прессинг со стороны оперативных служб, да, и он просит, чтобы его передопросили. Но опять-таки следственные органы не дают ответ, не проводят никаких следственных действий и не хотят разобраться в причине. А в каком статусе находится вот этот сообщник? Мы сообщником не можем называть, это, значит, господин Бахтизин, он также находится под арестом. Я маленько уточню, попроще объяснить, постараюсь. На научной ставке Бахтизин заявил, что никаких денег от Киселева он не брал, и эти деньги Теплову не передавал. То есть он выразил свою четкую позицию. После проведения данной очной ставки Бахтизин, насколько нам известно, заявил ходатайство о его дополнительном допросе, уже индивидуальном допросе. Но вот пока следствие не хочет его допрашивать. У следствия пассивная позиция, на мой взгляд, поскольку они не хотят разбираться. Вот им Киселев наговорил, показаний дал, находясь под стражей, и вот это их устраивает. И это им достаточно. Наверняка же у Бахтизина тоже есть защита. И правильно ли я понимаю, что, по сути, вы должны объединить свои усилия в плане объяснения общей позиции? Или не совсем? Объединение усилий — это немножко неправильно. Здесь необходимо говорить о том, что следствие должно разобраться и дойти до истины во всей этой истории. Поэтому позиция у Бахтизина нам понятна, она четкая, последовательная и ясная. Она, в принципе, полностью совпадает с нашей позицией, с позицией Теплова. Вот. И показания Теплова и Бахтизина опровергают вот эти показания господина Киселева. Но еще раз говорю, здесь нужно что-то дополнительное. Нужно проверить каждого фигуранта, нужно проверить на полиграфе. Вот это очень важное действие, которое следствие должно сделать. Но, еще раз говорю, пока следствие от этого уклоняется. Почему они уклоняются? Может быть, они боятся, что, значит, на полиграфе что-то изменится, не в сторону, да, обвинения. Вот у нас вот такие есть предположения. Но, еще раз говорю, полиграф не проводится. Хотя я возвращаюсь, никакой передачи денежных средств органами не зафиксировано. Все на словах. А следы денежных средств обычно ищут? Ни деньги, ни следы, ничего не зафиксировано. То есть все, еще раз говорю, все показания на словах. Еще такой момент, Руслан, мы живем в однокомнатной квартире, 30 квадратных метров, с 2014 года. Да, то есть у нас нет золотых унитазов, да, шелковых ковров или тому подобное. И вот я действительно, у меня вывод такой из данной ситуации, то что любой преступник, который совершает какие-либо особо тяжкие преступления, неважно, напишет показания, да, против сотрудника полиции или против любого другого, да, гражданского лица, и этот человек будет сидеть в следственном изоляторе.
Следовательно, вот у меня вопрос, почему? Мгм. У нас, то есть в нашей республике будет работать закон или нет? Ну вот зритель наш в Ютубе пишет: механизм запущен, обратного хода у него нет. Сейчас важно минимум последствий для Теплова. Слушайте, Зайнулла зовут нашего зрителя. Знаете, хотелось бы вот в оставшееся время немножко понять, пытаетесь ли вы обратить внимание надзорных органов, я не знаю, прокуратуры, может быть, на личный прием попасть к руководителю следкома по Башкирии или даже к Бастрыкину в Москву записаться? Ну, я как журналист постоянно вижу, что такие попытки происходят по разным делам. Как у вас с этим? Значит, буквально на прошлой неделе я обратился с жалобой в прокуратуру республики и в Следственный комитет Российской Федерации в Москву. Но мне уже известно, что прокуратура республики отреагировала на мою жалобу, как минимум запросила и требовала в следственном органе уголовного дела и начала проверку наших доводов, что уже Хороший сигнал. говорит о том, что реакция есть, да, о том, что реакция есть. После того, как наша жалоба будет рассмотрена, в зависимости от результатов рассмотрения, мы примем дальнейшее движение. Угу. Ну, что ж, Диана, вот к кому, может быть, лично вы хотите обратиться через наш эфир с каким-то воззванием, призывом? У вас есть такая возможность, у нас до конца 2,5 минуты. Я единственное, кому могу обратиться, это людям, которые сейчас на данный момент слышат меня. У меня большая просьба откликнуться, каким-либо образом посодействовать, может, какие-либо общественные организации, которые защищают права, да, сотрудников полиции. Потому что на данный момент я уже не знаю, как защитить своего супруга, свою дочь, мать, родителей Андрея, да, потому что родители Андрея очень сильно болеют, то есть у них ряд очень тяжелых заболеваний. Но вчера к нам приехали, можно сказать, ночью к родителям с опросами по поводу имущества и так далее. И, как мне, насколько известно, нужна повестка, да, чтобы мы были готовы к тому, что мы должны приехать, да, и проговорить какие-то данные, которые им нужны. То есть это максимальный прессинг уже идет на семью. Тут можете уточнить, это следствие пришло с вопросами к родителям? Это прокуратура, как я понимаю. То есть Ага. меня не было на месте, да. Угу. Вот. Так, ну, в общем, понятно. Если есть что добавить, пожалуйста, у нас еще есть немножко времени, но по большому счету мне лично картина относительно понятна. Ну, мы надеемся, что все-таки справедливость восторжествует, и конец этой истории будет положительным для Андрея Теплова. Что касается господина Киселева, уже Диана сказала, что его осудили за покушение на мошенничество и фальсификацию доказательств. Мы знаем, что в отношении него Кармаскалинским судом рассматривается в настоящее время очень такое большое дело по обвинению в изнасиловании сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и ряд других дел, там более 10 эпизодов. Кстати, странно, почему он такой обвиняем. Обычно, когда человека обвиняют в одном изнасиловании, он уже сидит под стражей, а вот этот господин находится на свободе. И у Дианы они веские опасения, что он же может продолжать Совершать данные преступления, действительно. И для нас это, конечно, очень странно, но мы понимаем, что он находится на свободе только потому, что он дает показания в отношении... Понятно. Ваша позиция ясна. На прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе был адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ильдар Фахретдинов и Диана Теплова, супруга обвиняемого экс-полицейского Андрея Теплова. Меня зовут Руслан Валиев. Оставайтесь на «Эхе». До свидания.